Китай претендует на очередные золотоносные участки Памира. Эксперт. Сергей Лавров указал Кыргызстану, кто является хозяином. Польские спецслужбы передают таджикских политэмигрантов режиму Рахмона. В ближайшее время режим Рахмона может передать под контроль Китая новые территории и отдельные транспортные маршруты. Об этом в интервью независимой газете рассказал доктор экономических наук, заведующий отделом Института экономики и демографии Академии наук Республики Таджикистан Ходжам Ахмад Умаров. Прецедент уже был в 2011 году, когда власти передали Китаю 1% своей территории, это более 1000 квадратных километров спорных земель на Восточном Памире. Помню, тогда чиновники на поднявшийся шум говорили, что они хорошо сторговались с Пекином, ибо тот требовал в несколько раз больше. Китай претендует на участки Памира, богатые полезными ископаемыми. Это уран, золото, бокситы, асбест, горный хрусталь, драгоценные камни. Не исключено, что расплата землей продолжится. Для этого территорию можно сдать в бессрочную аренду, даже не меняя границ. Не исключено, что Пекин уже влияет на Душанбе в политической сфере. Например, по вопросу вступления Таджикистана в Евразийский экономический союз, говорит Умаров. Напомним, что по данным статистического агентства Таджикистана, на Китай приходится почти половина от общего объема внешнего долга Таджикистана на начало 2019 года. В счет погашения взятых кредитов Китаю передано в собственность 3 золоторудных месторождения и 1 угольное. По данным диппредставительства Китая в Душанбе, на начало 2020 года в Таджикистане работали свыше 300 китайских компаний. Десятки китайских компаний занимаются разработкой рудников драгоценных металлов, крупнейший среди которых является СП «Заравшон». Доля Zhaijin Mining составляет 75%, обеспечивает 70% объема добываемого в стране золота. Предприятие Покрут полностью принадлежит компании China Non-Ferrous Gold Limited, добывает золото на территории города Вахдат. Компания ТБА получила в прошлом году лицензии на разработку 2 рудников в Айнинском районе – Дооба и Верхний Кумарк, взамен на построенные в столице теплоэлектроцентрали. Также правительство Таджикистана подписало соглашение о предоставлении крупного месторождения Якджилва, Мургабский район, компании Каши Синюй Дади Майнинг Инвестмент Лимитед. Кроме того, таджикско-китайская горно-промышленная компания занимается добычей и переработкой свинцово-цинковых руд месторождений Алтын-Топкан и Пайбулак. Бартек Таджикистон Майнинг осваивает месторождение Мушкистон в Пенджикентском районе. از این 7 کارخانه‌ای که ما کلونی که ما نامبر کردیم 4 تا با استحصال цемент. Более 85% производства цемента также приходится на 3 таджикско-китайских предприятия: Чунгцай Махир Цемент, Хуаксин Гаюр Цемент, Хуаксин Гаюр Сухт Цемент. Кроме того, более 1000 гектаров сельхозугодий отданы в аренду китайским компаниям сроком на 49 лет. Спасибо. На пресс-конференции, прошедшей 23 октября в Москве, по итогам встречи глав МИД России Сергея Лаврова и Кыргызстана Руслана Казакбаева, Сергей Лавров с самого начала пресс-конференции отвечал на вопросы кыргызского журналиста с некоторой раздраженностью. Когда кыргызский журналист задал вопрос своему министру на киргизском языке и перешел к уточняющему вопросу тоже на киргизском языке, тут терпение Лаврова иссякло. «Извините, пожалуйста», — возмутился он, — «вы как-то все-таки должны уважать хозяев, ладно?» После чего добавил: «Во всех смыслах». Пожалуйста. Извините, пожалуйста, вы как-то, наверное, должны все-таки уважать хозяев, ладно? Да, пожалуйста. Во всех смыслах. Пожалуйста. Очевидно, подразумевая колониальную зависимость Кыргызстана от России. Стоит отметить, что Сергей Лавров знаменит своей несдержанностью и резкими высказываниями во время пресс-конференций. Так, например, в 2015 году на пресс-конференции по итогам встречи со своим саудовским коллегой он выругался в адрес журналистов, сказав «дебилы». Напомним, что единый центральноазиатский регион, имевший название Туркестан, был колонизирован царской Россией во второй половине XIX века.
Причем оккупация сопровождалась жесточайшим подавлением сопротивления жителей региона. После прихода к власти в России коммунистов они разделили Центральную Азию на союзные национальные республики в составе СССР, отдав Восточный Туркестан Китаю. Сегодня, несмотря на формальное обретение независимости после развала Союза, разделенная на 5 республик Центральная Азия до сих пор находится в колониальной зависимости от России, которую она сохраняет в основном посредством назначенных ею коррумпированных диктаторов. Спасибо. Прошу, Руслан. Сюда? Да. Польские правозащитники обеспокоены темпами депортации мусульман-эмигрантов под надуманными предлогами, связанными с экстремизмом и терроризмом. Проблемы мусульман Польши начались после того, как в декабре 2019 года в стране был арестован украинский мусульманин Максим М., которому предъявили обвинение в подготовке теракта в торговом центре. С тех пор каждый, кто был так или иначе знаком с Максимом, столкнулся с произволом спецслужб, а десятки мусульман были депортированы. Уроженца Таджикистана Абдусалома сотрудники польской спецслужбы подкараулили на парковке. Они стали задавать вопросы о Максиме и других мусульманах, и хотя Абдусалом несколько раз повторил им, что лишь единожды видел фигуранта уголовного дела в мечети, Абдусалома тут же заковали в наручники и увезли в неизвестном направлении. В тот же день домой к его беременной жене, Биби Рукайе, явились другие сотрудники спецслужб и забрали его паспорт. Вскоре состоялся суд по обвинениям, с которыми Абдусалома даже не ознакомили из соображений секретности, но обвинения были связаны, очевидно, с терроризмом и шпионажем. Суд вынес постановление о припровождении Абдусалома в центр задержания, откуда его депортируют в Таджикистан. В конце сентября Польша депортировала 5 таджиков по аналогичному обвинению. Это опасная ситуация, особенно в случае иностранцев, находящихся в Польше по соображениям безопасности, которые утверждают, что после депортации им может грозить арест и даже пытки, рассказала журналистам польский адвокат-правозащитник Малгожата Язвинска. Напомним, что власти Польши предвзято относятся к исповедующим ислам соискателям убежища или дополнительной защиты, периодически не только отказывают в предоставлении убежища мусульманам, как в случае с чеченским блогером Тумсо Абдурахмановым, но также часто выдают их для расправы режимом их стран. Так, например, в 2019 году власти Польши депортировали в Узбекистан политического активиста и блогера Рустама Карима.